Здравоохранение Республики Саха-Якутия представлено 558 медицинскими организациями, 34 центральными районными больницами, 65 врачебными амбулаториями, 150 участковыми больницами, 212 фельдшерско-акушерскими пунктами, 19 специализированными республиканскими учреждениями. Для сохранения и укрепления здоровья граждан, обеспечения населения Якутии качественной медицинской помощью, медицинскими работниками Якутии и Минздравом Республики выполнена объемная работа. При поддержке руководства Республики Саха одними из первых в Российской Федерации разработаны и реализованы программы о вежливом и бережливом здравоохранении. У людей преклонного возраста появился персональный врач-гериатр. Значимым нововведением якутских медиков и Минздрава Якутии является создание центров поддержки и сопровождения пациентов. В максимально сжатые сроки открыты новые высокотехнологичные отделения в республиканских больницах, построены современные фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы и больничные комплексы в районах. Сделан большой акцент на труднодоступные участки. При поддержке руководства Якутии возведен стратегически значимый объект – высокотехнологичный республиканский перинатальный центр. Начато строительство крупного онкологического центра. Ежегодно возводятся современные фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Результаты работы Минздрава Якутии отражены в статистике на общедоступных ресурсах. Увеличена продолжительность жизни на 2,9 года. Впервые за всю историю развития Якутии данный показатель составил в 2017 году 71,68 лет. Рождаемость превысила смертность в 1,8 раза. По показателям естественного прироста Якутия находится на первом месте в Дальневосточном федеральном округе и в десятке лучших регионов России. Это в значительной мере связано со снижением смертности населения республики. В 2017 году показатель общей смертности составил 8,1 промилле, что на 12,9% ниже, чем в 2012 году. По сравнению с Российской Федерацией, в Якутии уровень общей смертности ниже на 33% и на 34,7% ниже, чем в Дальневосточном федеральном округе. По низким показателям общей смертности Якутия входит в 6 лучших регионов России. Для сохранения и усиления тенденции снижения смертности населения был разработан комплексный план и алгоритм мероприятий, направленный на предотвращение смертности от основных причин – болезней системы кровообращения, новообразований, внешних причин и других. Результаты выполненных мероприятий оказали значительное влияние на снижение показателей смертности от основных причин. Показатель смертности от болезней системы кровообращения в республике составил 359,1 на 100 тысяч населения, что в 1,6 раза меньше, чем в Российской Федерации, и в 1,5 раза меньше, чем в Дальневосточном федеральном округе. Смертность от новообразований в республике составила 136,2 на 100 тысяч населения, что на 31,1% меньше, чем в Российской Федерации, и на 30,8% ниже, чем в Дальневосточном федеральном округе. Одним из перспективных направлений в обеспечении доступности медицинской помощи является внедрение в деятельность медицинских организаций телемедицинских технологий. В Якутии уже с 2017 года функционирует система круглосуточных телемедицинских консультаций, а ежедневный утренний видеообход медицинских организаций республики в режиме онлайн посредством телемедицинских технологий в ситуационном центре Минздрава Якутии стал пейсмейкером процессного управления здравоохранения всей республики. Важнейшим направлением является расширение возможности получения населением бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи, увеличены ее объемы. В сравнении с 2015 годом, в 2017 году такую помощь получили 6325 человек, то есть в 1,2 раза больше. С учетом приоритетных направлений в области медицины внедрены в практику клеточные технологии, генетическая паспортизация и чипирование населения. Следует с уверенностью сказать, что в Якутии поставлена на поток трансплантация кадаверных органов – печени, почек и роговицы. Десятки глухих с рождения детей услышали голос матери и обрели шанс на полноценную жизнь благодаря внедрению высокотехнологичных операций по кохлеарной имплантации. Якутские профессионалы готовы к трансплантации кадаверного сердца и к имплантации бионического глаза. Среди субъектов ДФО Республика Саха-Якутия входит в число регионов с самым высоким показателем рождаемости.
В целях профилактики и снижения младенческой смертности Министерством здравоохранения внедрена простая, логичная и интуитивно понятная маршрутизация. Проводится мониторинг всех случаев с разбором на видеоконференциях, где участвуют все медицинские организации республики. В результате комплексных стратегических решений в 2017 году впервые в истории нашей республики показатель младенческой смертности ниже, чем по Российской Федерации, и составил 5,1 промилле, тогда как в России он составил 5,6 промилле. Минздрав Якутии одним из первых выполнил майские указы Владимира Путина по заработной плате медицинских работников. Якутия является одним из лидеров по оплате труда медиков. В совокупности с ведомственными приказами по уменьшению письменной нагрузки на врачей все это обеспечивает высокую привлекательность и авторитет профессии. Одним из важных достижений станет запуск в конце июня 2018 года проекта «Облачная поликлиника» с технологиями искусственного интеллекта и модулем непрерывного медицинского образования, который будет внедрен впервые в России. Жители Якутии смогут получать виртуальную консультацию врача из любого места, не приходя в поликлинику. Нововведение позволит еще больше повысить доступность и качество медицинской помощи каждому жителю широких просторов Республики Саха. Преображение якутского здравоохранения положительно оценено Минздравом Российской Федерации, независимыми экспертами, а самое главное – жителями огромной Якутии.